Главный инженер лесного хозяйства Жонгара-Ватавского национального парка Ткачев Николай Ильич. Я работаю в этой системе. В 1981 году я пришел сюда на практику, и с 1982 года я работаю здесь. Всех работников лесного хозяйства я хочу поздравить от души с великим праздником День работника лесного хозяйства. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья, успеха на работе. И чтобы, знаете, оставили мы на память своим потомкам природу. Чтобы, вот, знаете, процветала наша страна, планета. На это мы и работаем. В памяти, вот сейчас, где мы вот стоим, это с тех дальних времен. Здесь, я когда пришел, здесь работал я 2 года обыкновенным лесником. Вот это был старый сад. Его потом выкорчевали, и в 2014 году вот этими руками был заложен новый сад. То есть мы оставим своим потомкам уже культурный плодовый сад, который произрастает на этой территории знаменитый апорт, алматинский апорт. Всем счастья, самое главное, друзья. Ну, интересный случай у нас был, когда первый раз мы встретились в Барше. Это было 86-й где-то год. Мы поднимались на Дембельский подъем с бригадой. Я тогда был начальник лесозаготовительной бригады. И вот на тракторах поднимались, и через речку на другой стороне мы видели этого ирбиса, снежного барса. Это было нечто, знаете, вот первый раз увидеть этого зверя в природе, это было такое, вот, знаете, впечатление, до сих пор у меня в глазах он стоит, как он поднимался по этим скалам, как вот. И он оставался, между прочим, с его окраской, вот он сливался с этой окружающей природой. Но это надо почувствовать. Словами. Хотя, да, сейчас его не передать, да? Не передать, да. Николай Ильич, вы уже сколько лет работаете в отрасли лесного хозяйства? Ну, это в лесном хозяйстве я уже давненько начал работать. Это в 1981 году я пришел сюда на практику. С 1982 года я постоянно работал. У нас вначале назывался ПЛХП, и мехлесхоз, и лох был это, то есть лесоохотхозяйства были. И вот сейчас в данный момент это национальный природный парк Жонгара-Ватава. Мы этот сам долго ждали, между прочим, создания нацпарка. Почему? Потому что это яблонька сиверса, это прародительница всех яблок, которая произрастает на наших территориях, и которые мы ее сохраняли. Вот до нас сохранили прежние наши инспектора, лесники, егеря. Вот теперь мы сохранили, и вот мы хотим передать, чтобы вот младшее поколение сохранило и приумножало достояние нашего Казахстана, нашей вот этой яблоньки сиверса. После окончания вот школы в 1977 году я поступил в Лениногорский лесной техникум. В 1982 году я его закончил. В свое время, может быть, кто и знает, вот виделись, да, спортсменили мы, волейбол, баскетбол играл. А вот то, что в лесное хозяйство пошел, это, знаете, душа. И вот некоторое время, вот 90-е годы, когда был распад, много поуходило с нашей системы. Но вот именно остались здесь вот у нас в Сарканском лесхозе, это, можно сказать, были фанаты остались лесного хозяйства, которые и сейчас работают. Вот Вишняков Мирганевич, Егембаев Саят Багасымович,
Кусаинов, Талгат. Вот у нас Тофик есть тоже, Бахтияров. Вот тоже же. Это же бывшие наши эти сами. И сейчас они работают на благо. Вот так вот. Много таких случаев, которых и запоминаются, и вообще вот у нас работа такая. А самое главное, мы сейчас вот ежегодно мы по 30 гектар высаживаем яблоньки сиверса, закладываем эти культуры. И вот у нас уже ежегодно пополняется и пополняется эта площадь. Так что вот Благодарю вас, Николай Ильич. есть кому передать, и есть кому, пусть вот наши потомочки, пусть они дальше сохранят это все богатство наше. Благодарим вас с праздником. Спасибо большое. Спасибо.